эксплуатации электрооборудования. В Коми заработает региональная программа по развитию рыбопереработки. Как сообщили в Минсельхозе региона, документ планируется разработать к декабрю 2013 года в рамках федеральной программы развития рыбохозяйственного комплекса. А как сегодня представлена эта отрасль в республике, знает Евгений Ракин. Рыбопереработкой в Коми сегодня занимается около 20 организаций. По мнению экспертов, потенциал у отрасли высок. Во-первых, местная продукция пользуется активным спросом. Во-вторых, конкурентоспособность по сравнению с завозным товаром выше. И по цене, и, что важно, по качеству. Соленая, копченая, сушеная, вяленая. Ассортимент постоянно расширяется. Прибыль может приносить не только семга, но и другие виды водных биоресурсов. Особенно при поддержки Минсельхоза в части переработки. Когда у нас поступает переработанная продукция на наш рынок, в принципе, люди готовы покупать и езя, и того же самого окуня, и щуку, тем более зная, что они выловлены в наших реках. Однако продукции местного производства даже на столичных прилавках по-прежнему крайне мало. С одной стороны, сложно договориться с крупными сетями магазинов. С другой, второй вытекает из первого, объемы производства просто некуда увеличивать из-за кризиса сбыта. Без поддержки государства рыбопереработка в таких условиях мало рентабельна. Мы видим уже внимание, более усиленное внимание и первых лиц страны, и руководителей органов государственной власти, представителей Государственной Думы, Совета Федерации к проблемам рыболовства, к проблемам обеспечения населения рыбным продуктом. Ну, в частности, к декабрю 2013 года должны быть подготовлены региональные программы по развитию рыбопереработки в субъектах. Такой документ разработают и в Коми, причем впервые. Он станет частью долгосрочной федеральной программы развития рыбохозяйственного комплекса на 2014-2020 годы. Еще одно стратегическое направление – воспроизводство водных биоресурсов. Только в нашей республике промышленные уловы по сравнению с 90-ми годами сократились в 10 раз. Негативное влияние на экологию крупных добывающих компаний, а также браконьерство с каждым годом все больше истребляют рыбные запасы. Так европейский хариус и омуль на грани исчезновения. Нельма занесена в Красную книгу Коми, а таймень и вовсе исчез. Сегодня мы должны сказать, что ситуация стабилизировалась. Но стабилизировалась она, к сожалению, на низком уровне. То есть дальнейшего спада не происходит, но в целом запасы рыбы, естественных популяций в наших реках, они остаются на невысоком уровне. В 2006-м в рамках соглашения с Федеральным агентством по рыболовству Минсельхоз Республики взялся за искусственное воспроизводство хариуса. Однако спустя 3 года из-за отсутствия полномочий ведомство было вынуждено приостановить работу. Впрочем, уже с этого года восстановление аквакультуры продолжит Коми-рыбвод. Так, в 2013-м в реке Илыч и Ижма планируется выпустить 300 тысяч мальков сига и столько же хариуса. Также собственными силами в этом году мы хотим 50 тысяч как эксперимент хариуса выпустить в Удорском районе на реке Мизень. Тоже это мы будем в естественных условиях все воспроизводство, там аппарат инкубационный в лотках, часть в аппаратах. В рамках федеральной программы развития рыбохозяйственного комплекса в Сосногорске откроется завод по воспроизводству сиговых. Предположительно, к строительству приступят в 2014-м. Его мощности, а это 2,5 миллиона мальков в год, в обозримом будущем позволят не только восполнить водные биоресурсы республики, тем самым обеспечить сырьем перерабатывающие предприятия, но и фермерские хозяйства, которые занимаются товарным производством рыбы. Евгений Ракин, Игорь Данилов, телеканал Юрган.